Здравствуйте, меня зовут Цыбульский Владимир. Вот меня интересует такой маленький вопрос. Почему наши средства массовой информации зачастую сейчас говорят, ну, как у нас хорошо в стране, а в реальности как у нас, как у нас хорошо дела обстоят в нашей экономике, в реальности что? Да, правильно говорят, сейчас у нас не хватает рабочих рук. Все съехали, кто в Россию, кто в Польшу. Из-за чего? Зарплаты нищенские, эффективность труда никому не нужна. Вы посмотрите, что говорит наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Инновации. Скажем так, насколько они нужны, какой процент может получить человек, который предлагает инновацию. Например, я предлагал инновацию, меня за это с работы уволили. Мне сказали, что за инновацию сейчас можно сесть в тюрьму. Если ты придумал, как лучше сделать что-то, значит, это уголовно наказуемое деяние. Вот смотрите, если вы говорите о том, что не нужно людям, что в принципе-то врете в реальности, у нас люди, никто не хочет покупать наши газеты. А в реальности вы говорить не можете, потому что вам слишком любите деньги. И за что вам платят, то вы и говорите. А хоть осуждайте за это, скажем так, другие средства массовой информации более честно. Например, Белсат вы обсуждали несколько раз. Вот такие-сяки, они за деньги врут. В реальности, вот смотрите, Белсат говорит правильные вещи. Я, например, на нем могу выступить и сказать. Нас часто винувачують, що ми працюємо за заміжні гроші. У той час, як державні працюють за наші податки, але проблеми людей вони освітляти не хочуть. І я в гэтым не бачу нічого дрэннага у тым, што мы працуем за чужыя грошы. Тым больш, што мы трацім грошы тут, чым садзейнічаем беларускай эканоміцы. І наколькі я ведаю, зараз курс рубля трымаецца толькі на тым, што шмат беларусаў працуе за мяжой і ўвозіць валюту, якую трацяць тут. За это большое спасибо польскому президенту, польскому правительству, польскому народу. Можно ли сказать вам спасибо за ваши, так сказать, выступления? Если ваши газеты сейчас, наши средства информации сейчас практически никто не слушает. Вы посмотрите, Советская Беларусь зачастую ее заставляют покупать. Если ты не выпишешь Советскую Беларусь на многих предприятиях, тебя могут уволить с работы. Ну, ни в какие рамки не лезет. Если там, например, на Нафтановскую газету, если ты работаешь, работник Нафтана, тоже у тебя очень серьезные неприятности. Хоть люди, кто работает на крупных заводах, они говорят как? В принципе, Советская Беларусь можно еще задницу вытереть и по необходимости. Можно печку растопить. А Нафтановская газета, она только селедку порезать. Ну, лощеная бумага никому не нужна. Вы хоть определитесь, может сразу на туалетной бумаге их рисовать. Все равно же вранье. Можете ли вы говорить честно то, что нужно нам в реальности? Ну, чамусьці у наших чыноўнікаў такое меркаванне склалася, што журналісты павінны іх абслугоўваць. Ну, хваліць іх, там, гаварыць, якія яны там добрыя, ўсё, але гэта ж не так. Журналісты, это незалежная, якая называюць чацвёртая ўлада, яна павінна падымаць праблемы, крытыкаваць любую ўладу, каб яна нешта рабіла. І гэта вельмі добра, так зроблена і ў іншых краінах. Па-першае, што самі кіраўнікі маюць нейкую зваротную сувязь з насельніцтвам, могуць бачыць, якія ёсць праблемы. Ну і ў народа ёсць магчымасць, як кажуць, выпусціць пар. Например, Александр Григорьевич говорит, инновации нет, запрещено, в реальности запрещено. Скажем так, разведение овцеводства. Да, конечно, овец не стало, но баранов в правительстве много. Разведение рыбы. Вот я пытался сделать здесь разведение рыбы. Сначала сам, потом предлагал через, например, объединиться наш НИИ рыбоводство в Минске, Братский национальный парк, и сделать нерестилище искусственное для нужных сортов рыбы. Оказывается, это не надо сделать. Нельзя сделать его выгодно, экономически выгодно. Сделают так, чтобы было очень много затрат денег. Скажем так, у нас очень высокие налоги. Может, нужно сэкономить государственные деньги и снизить наши налоги в стране. Нужно повысить эффективность нашего труда. Если человек что-то придумал, он должен получать какой-то процент. Даже в Советском Союзе что-то платили. У меня есть очень много предложений, где, не влаживая ни копейки, можно получить очень серьезный эффект. Но почему за это никто не платит и почему за это еще выдают, скажем так, неприятности? Почему за это можно сесть в тюрьму? У меня
скажем так, есть уголовная ответственность за инновации. Я, будучи предпринимателем, разработал новую технологию укладки, например, шиферной кровли и мягкой кровли. Эффективность была больше 50%. Скажем так, мне продал стеклозавод Новополоцкий утеплитель. По его характеристикам он был не горючий, но он у меня загорелся на крыше, когда из-за этого мне дали уголовную ответственность. Я заехал на наш стеклозавод, мне сказали, ну подумаешь, загорелся, вдруг мы немножко не те материалы сделали. Они нарушили, я уголовник, я преступник. Вот так мы относимся к инноваторам. Скажем так, я сейчас могу предложить вам много идей, как можно сэкономить. Может кто-то из наших журналистов это озвучить. Посмотрите, очень много у нас сейчас иногда заставляют людей работать сверхсрочно. Даже в советское время, работая сверхсрочно, например, в субботу выходишь, 2 отгула. Задержался на час после работы, 1 оплачиваемый отгул. А у нас ничего не платят. Вот он, трудовой договор. Можно ли обсуждать где-то эффективность нашей жизни в Республике Беларусь? Мы говорим, что нам нужно что-то производить, мы очень много покупаем в России, ничего туда не продаем, мне нечего продать. Давайте я могу предложить вам идеи, где можно, как можно сделать экспортное замещение, но я с этого должен что-то иметь. Любой инноватор должен что-то с этого получать. Любое развивается только то, что приносит доход. Если у нас сейчас доход приносит только лишь коррупция, только что когда руководители воруют. Ворше был наш Лукашенко. Ай-яй-яй, вот так ворует, так ворует. Прошло несколько месяцев, все они на более высоких должностях. Реальность вот сейчас 4 наших директора завода, и многих в погонах. Ай-яй-яй, посадили. Через сколько их освободят? Зараз у прыватнасці мяне вельмі часта судзяць за працу без акрэдытацыі, але як можна працаваць з акрэдытацыяй, калі сам канал улады не хочуць акрэдытоўваць, і яны яго лічуць, вядома, што польскім, але мы адзіны канал, які вяшчае па-беларуску і для Беларусі, і які не баіцца паказваць людскія праблемы, і гэта часам дапамагае іх вырашаць. У той час, як дзяржаўнае тэлебачанне паказвае нейкую вельмі прыгожую карцінку, і паглядзеўшы на яе, вядома, хочацца жыць у Беларусі, але ў той Беларусі, якой паказваюць по телевизору, але не ў рэальнай Беларусі. Давайте обсуждать эти вопросы. На чем можно реально заработать? На коррупции или на инновации? На то, что нужно стране? А если кто-то из наших журналистов официальных может на это согласиться, давайте встретимся. Вот, например, Белсат может, который вы очень-очень осуждаете. А вы можете? Мы будем надалей працаваць для беларускага грамадства, мы адкрытыя на любыя меркаванні, будем показывать проблемы грамадства, способы их вырашэння. Одним словом, будем працаваць для вас. Я встречался в свое время с Алексеем Михальченко. Он говорил о том, что, в принципе, чтобы быть успешным журналистом в Республике Беларусь, нужно очень-очень хорошо уметь лизать жопу начальству, руководителям. Чтобы тебя читали, можно чуть-чуть куснуть, но потом усиленно взахлеб лизать жопу. Если у нас хоть один наш редактор, журналист официальный, Советская Беларусь, кто-то еще может это обсуждать, давайте я могу встретиться. Мой номер телефона 812 87 57, код 29. Пожалуйста. Может, конечно, желательно бы пригласить туда и Белсат. Но если у нас мужчины в нашем официальном или только жополизы, вот это вопрос. Благодарю за внимание.